И ты, Гуль-Джамал, поедешь учиться. Агуль, Сонар, пойдемте в наш колхоз. Ваша жизнь станет другой. Вы будете работать на себя. Вы никогда не будете нуждаться в милости Миле. Хватит! Садап! Идемте, идемте со мной. Убрать! Ах ты бесстыдная! Как ты смеешь безобразничать в моем доме? Сейчас же вон отсюда! Убирайся вон, гадина! Сестра! Вы что, уставились? Забери меня отсюда. Меня хотят выдать за этого старика. Я боюсь его. Миле, ты что стоишь? Гони ее отсюда! Вон, негодяйка! Вон из моего дома! Миле, помоги мне! Помоги, задуши эту комсомолку! Миле! Пусти! Да, Гуль-Джамал, беги! Миле, пусти! Пускай собак, Миле! Иди Тахиров, Берды, скорее, скорее! Айну убивают! На помощь! Ой, как искусала. Айда, не оставляй меня здесь. Я с тобой. Помогите! Люди, помогите! Эти разбойники уводят моих жен! Моих жен! Какие жены? Ведь это ж твои родственницы. Они народ грабят, нужно их наказать. Аллах тебе... Не грози, старик! Не пугай нас! Ты под суд пойдешь за свои дела. Меня под суд? Тихо. Аллах, покарай их! Настали черные дни, младшие жены меня не слушают. Горе мне! Эй, председатель! Знаешь, что у тебя в колхозе? Бегаешь где-то со своим жиганом. Ты что, ослеп? Не видишь, что творится? Ты бы лучше молчала, женщина. Молчу! Ладно, Молчу! хватит, На, иди. возьми, на. Надо врача. Это из-за тебя они чуть не погибли. Это ты послала войну на смерть. Скажи, что тебе нужно от наших женщин? Оставь их в покое! Ничего ты не понимаешь, Хаджон. Миля отнял жену, а завтра и у остальных? Ну какие они ему жены? Они у него жили как рабыни, а у нас не должно быть рабынь. Больше я не хочу быть рабыней. А вы теперь не рабыня, Агуль. Значит, и я человек. И в колхоз тоже можно записаться. Ну, конечно, можно. Я пойду в колхоз. И меня запиши. И меня. Хорошо. Ну нет, в колхоз не записывают. В колхоз принимают. В колхоз только я могу принять. Не ты, а собрание. Правильно.
Успокойтесь! Тише, товарищи Дейхани! Скажите, я создавал колхоз? Ты, конечно, ты. Так, верно. Председателем кто меня избрал? Разве не вы? Мы избрали. Товарищи, колхоз развалится. Не могу видеть, как гибнет дело, которому я отдал свою жизнь. Из колхоза кое-кто хочет уйти. Вот до чего дошло. Тахыров разваливает колхоз. Он присвоил себе власть, лезет в председатели, никого не слушает. В колхозе двух председателей быть не может. Должен остаться кто-то один. Решайте сами, я или Тахыров. Ты Тахыров! Народ ценит умного председателя. А какой от тебя прок? Пугай всех и только. Раньше ты по-другому работал, а сейчас нос поднял. Кто будет отвечать за эту историю? Я, Хаджом, вот что скажу. Мы Тахырова узнали, и весь народ ему доверяет. Пускай каждый скажет. Правильно говорим. А сейчас, товарищ, надо работать. Чебану пировать некогда. Пошли. Сам виноват. Радуйся, ты же этого добивался. Никогда. Врешь, Тахыров. Послушай, я же ведь тебя вижу насквозь. Ты же нарочно настроил Декхан против меня. Подожди. Да неужели ты на самом деле так думаешь? Думаю! Иначе не может быть. Ты все у меня отнял сейчас. Но я тебя уже предупредил. Не смей трогать Айну, понял? Душу тебе выну за нее, слышишь? Душу! Мы уезжаем отсюда. Собирай вещи, невеста. О, Хаджон-Джон, да благословен твой приход. Слушай, я теперь не председатель больше. Я бросил колхоз. Я теперь свободен, Эсэмбай. Давай поговорим. Ты должен сдержать слово. Я пришел за невестой. Плохо, не ты победил Тахырова, а он тебя. Теперь он у тебя власть отнял, а скоро отнимет и Айну. Что посоветуешь? Хочешь, чтобы дерево высохло? Корни руби. Это действует хорошо. Верней ножа и пулей. Яд. Этот яд должен избавить нас от гибели. Отец, что это такое? Что у тебя за дела с Хаджомом? Почему он меня называет своей невестой? Замолчи.
Правильно. Коллега, Проснись. встань, коллега. Ты выучил урок? Да. Урок ты выучил, да? Ах, урок я давно выучил, Валентин. Ну иди к доске. Ох, опять. Мне только сейчас снилась эта проклятая арифметика. Выспался, вот и решай. Тихо, товарищ, тихо. Ну, Карлага, предположим, что у тебя 7, пиши 7. Детей пиши. Нет. У меня никогда не было детей, даже во сне. Тихо, 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 товарищи, тихо. Ну, хорошо, пусть будет 7 дынь. Дыни. Ага. Дыни я люблю. Вверх и вправо. Вверх и вправо, вправо. Довольно, довольно, довольно. Вниз, вниз, А? вниз, вниз. Ага. Ну, стоп. Перекладь. А. Так, маленький. Семерка. Как хорошо я рисую. Ну, хорошо. Предположим, что у тебя 7 дынь. Хан огадал тебе еще 2 дыни. И Берды дал 5. Сколько будет у тебя всего дынь? Все мне? 7. 2. 5. Ну, Карлага, считай, сколько же будет у тебя дынь? Не могу. Ничего не получается. Наверное, из-за того, что мне в жизни ничего не давали. Не привык я. На пальцке я и сам могу. Берды. А? А ты знаешь, сколько будет дынь? 14. У него как раз столько детей, так что он не ошибется. Тихо, тихо, товарищи, тише. Правильно, молодец, Берды. Товарищ председатель, хлопок начинает сохнуть. Нельзя ли взять хоть немного воды, а? Возьмете, когда подойдет очередь. Разрешите, товарищ председатель. Нет лишней воды. Как работается? Спасибо. А бригадир где? Ты только что здесь была. Ну, как дела? Все в порядке? Нет, товарищ председатель, видите, нуждаемся в поливе. Дайте, пожалуйста, воды на одни сутки. Воды нет. Ведь сохнет же. На 4 часа возьми, больше не могу. Ну, хоть на 8, можно? Бери, что дают, бригадир. Ладно, спасибо. Товарищ Тахиров! Беда! Беда! Колодец отравили, гибнет скот! Скачи туда, я сейчас. Колодец закрыть. Никого не подпускать до прибытия милиции. Хорошо. Что скажете? Здесь был только один человек. А как будто стая волков прошла. Ведь это же вредительство, товарищ Тахиров. Надо постараться найти этого человека. И найдем. Неужели всегда будет так? Будут стрелять в нас, будут травить скот. Будет до тех пор, пока существуют враги. Ходжом. Товарищ Тахиров, Да? мы нашли следы его коня. Вот следы. Вот туда идут. Отец, ты не знаешь, кто мог отравить колодец? Какой? Наш, колхозный.
Не знаю, кто отравил его. Следы ведут к нашему дому. Какие следы? Что ты опять выдумала? Мелик, Да, найди Хаджома быстро. сейчас. Милет! Слушаю. Скажи Тахирову, отец думает колхозу помочь. Он добрый, готов отдать отару овец. Он своих односельчан не оставит в беде. Напомни Тахирову, что я тебе не помешал учиться и советовал вступить в комсомол. А Дейкханам говори, что я умею разводить хлопок и в хозяйстве понимаю получше Гулахаджома. Лжешь. Все это ложь. Что ты сказала? Ты отравил овец. Я? Да. Я? Ты Хаджома не видел? Нет, не видел. Отец, нам надо бежать скорей. Плотина заминирована. Тахиров напал на наш след. Послал за милицией. Хаджом! Хаджом! Эсенпай собирается бежать в горы! Отец, скорей! Иду. Эле, да брось ты эти вещи. Годами наживали, а теперь все им Не оставили. жалей, Аллаярхан за все заплатит. Ай, Скорей. вай. Эсенпай заминировал плотину. Он бежит в горы. Скачи на заставу, надо предупредить. А Хаджом где? Хаджом с ними. С ними? Да! Эсен, ты отравил скот. Нет, мне ни к чему. Кто же это мог сделать? Некому, кроме тебя. Кроме меня? Да! Я отравил колодец! Я! А тебя расстреляют! Старик, за что ты меня погубил? Что ты, я тебя решил спасти. Где моя невеста? Ждет нас в камышах. На, едем. Айна где? Где моя невеста? Ты должен забыть Айну. Забыть? Почему, а? Ее нет. Проклятый убийца! К начальнику! Айна? Кто? Эсенбай, Что с тобой? он отравил овец. Я знаю. Он убегает с басмачами. Ты сама можешь идти? Могу. Пошли.
Я должен быть на плотине. Иди пока в школу. К Вале. Мы заложили мину в плотину. А когда взрыв? 4 часа плотина взлетит на воздух. Тогда надо быстрее уходить. На коней, живо! Скот собрать! Плотина заминирована, не пускай людей! Стой! Не пускайте никого. Я очень хочу быть такой, как вы. Хочу отдать все свои силы, всю свою жизнь за счастье моего народа.